Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, хаумага достар, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня у нас в гостях долгожданный гость, которого я давно хотел пригласить. Это в прошлом известная журналистка, ну и сейчас она пишет отличные посты, деколониальная активистка, национальная бурятская активистка Юлия Хазагаева. Да. Юлия, привет. Салам алейкум. Здравствуй, Руслан. Здравствуйте, зрители. Юлия, давно вообще, я очень, вот из всех, наверное, национальных движений, кроме, наверное, татарского, ну, не считая своего, конечно, башкирского, я очень пристально смотрю за бурятским национальным движением. Оно мне почему-то вот импонирует. Ну, и, наверное, тем, что у вас очень много ярких личностей сегодня за рубежом, которые активно борются за свою республику, за свой народ. Какая-то часть борется за федерализм, какая-то часть борется за независимость. И вот ты являешься одной из таких ярчайших звезд из этих бурятских активистов национальных. И давно хотел вот тебя пригласить. К счастью, это вот получилось. Надеюсь, это не первый, не последний раз у нас будет. И такие вопросы. Я готовился, поэтому записывал вопросы. Ну, и хотел вот первый такой вопрос задать. Ты в одном из своих интервью говорил о том, что ты училась в русской школе. В русской школе, где ничего бурятского абсолютно не было. У нас очень похожа с тобой история, потому что я тоже вырос, там до 10 лет жил в городе, потом переехал в русское село, где абсолютно не было ничего башкирского, ни уроков, ничего. Только 10-11 класс, потом у нас появился такой предмет, как история и культура Башкортостана. Но, в общем, я рос на русской литературе, вот на русском вокруг себя, фольклор и так далее, и так далее. Мгм. Вот расскажи, пожалуйста, насколько это отразилось вот в твоем воспитании, в твоем образовании, и насколько это отдалило тебя от всего вот бурятского? Ну, начнем с того, что драма как раз заключается в том, что я училась в бурятской школе. То есть я часть детства жила со своей бабушкой в маленьком бурятском поселке в Иркутской области. Иркутская область это территория исторической Бурятии. А, и преимущественное население бурятское у нас было, но учились мы по программе Москвы, на совершенно русских героях, на русской литературе. То есть Александр Невский, Суворов, Пушкин, Жуков и прочее, прочее. Я до сих пор, мне врезался в память, урок истории, на котором наша учительница истории, бурятка, кстати, рассказывала о том, что: "Вы знаете, дети, слово "подвиг" существует только в русском языке. Ни в каких других языках, а значит, культурах люди не способны на подвиг. Только русский солдат может пожертвовать своей жизнью ради родного отечества". И мы такие вот смотрим на это, моргаем и думаем: "Надо же, как нам повезло, что мы русские". Вот. И ты, растешь и формируешься вот с этим убеждением, что ты часть этой культуры. Пушкин — это твой поэт, да, Ломоносов — это наш великий ученый, Александр Невский — это какой-то вот там прообраз великого вождя. И ты с этим растешь ровно до того момента, пока ты не сталкиваешься со своим реальным местом в этом обществе, когда тебе какой-нибудь, не знаю, житель метрополии, ну, просто, говорит прямым текстом, что ты здесь чурка, и вали, значит, там свой мне говорили: "Вали в Китай, вали там свой, Чуркистан". Вот. И в этой дихотомии многие наши люди, живут, и они, не находят понимания, как это вообще сочетается. То есть они находятся в такой психической ловушке. Сначала в школе вы учите русский язык как свой. Для вас эта культура единственная. У вас нет доступа к своему языку. Вы не можете им полноценно пользоваться как живым средством. Да? Вы не можете в кафе на бурятском разговаривать, в ресторане с друзьями. У вас нет песен, которые выходят на бурятском, нет книг в доступе, которые написаны на монгольской письменности. У вас есть только русскоязычная среда. И, конечно,
вы как бы с нуля, как ну, человек приходит в этот мир как чистый лист, да, и вот на него записывается, что ты часть русской культуры. Вот. И ты живешь в этом, ну, как в норме. И ты хочешь, ты желаешь этому миру всего хорошего, то есть ты ассоциируешь себя с этим большим телом. Это, кстати говоря, одна из потребностей, базовых, эссенциальных потребностей личности — быть причастным к чему-то великому, к чему-то большому. Ну, то есть мы же стайные существа, да. Вот, поэтому это моя стая, ты определяешь, это русская культура, это то, это мое родное. Вот, ну, повторюсь, ровно до того момента, когда тебе говорят, что ты должен валить куда-то в другую страну. Кстати, ты мне, Па Юлия, Мгм. напомнила вот свою историю, когда на уроке истории, где-то в пятый, шестой класс, к нам приехали из Уфы стажеры, ну, студенты, молодая девушка, русская, такая красивая, и она преподавала историю, рассказывала как раз про битву на Калке. А нет, про этот Куликовскую битву. И вот там, где Куликовское, да, да, поле, да. Куликовскую битву, где сперва вышли богатыри со стороны там русских. Алёша Попович, да, и все его братья, да. Ну, в общем, да, там такой был Переславль, по-моему, звали его, а с другой стороны там Да. Мгм. монгольский батыр. И она Мгм. прям это рассказывает с таким вот. И вот вышел со стороны монгольских войск такой узкоглаз, здоровый, узкоглазый, такой весь как зверь одетый, вот в таком духе. Мгм. И все, я смотрю, и все таки на меня-то поворачиваются, потому что я вот один был такой с ярко-азиатской Да. внешностью. И смеются. Вот. И вот это у меня до сих пор это в памяти осталось, что действительно я у себя в Башкортостане, находясь, выглядел даже Мгм. вот как чужой получается, вот в этом русском селе. Но перейдем тогда к тебе. Вот Бурятия. Бурятия, национальная республика. На сегодняшний момент 36% бурят, остальные русские. Ну, в подавляющем большинстве Да, скажем, да. русское население. Считаешь ли ты, что бурятский народ на сегодняшний момент ассимилирован? И, ну, только честно. И как, ну, вот справа хотя бы вот на этот вопрос. Вот считаешь ли ты, что он ассимилирован? Или есть еще вот что-то так свое, за которое можно взяться и вытащить свой народ? Ну, смотри, мы сейчас будем говорить такими, грубыми мазками, да, то есть мы говорим, глобальными Да, объемами. да, конечно. Конечно, и бурятский народ, и другие нерусские народы, они ассимилированы через русификацию, через тотальное через тотальную русификацию и полное отрезание, от собственных корней. Эта ассимиляция произошла не потому, что вот люди хотели соединиться, опять-таки же, да, с этим русским миром, а потому что это был способ выживания. Ну Ну, и люди асим навязывание, и навязывание. Да, навязывание. И ну, в основном люди так выживают, адаптируются к этому. Поэтому да, здесь не нужно впадать в какие-то, wishful thinking, и говорить, что вот мы, буряты, на самом деле вот такие-сякие. Нет, в Бурятии телевидение работает на русском языке. Точно так же, путинская пропаганда промывает, как и везде. Почему здесь могут быть какие-то отличия? Но я тебе скажу так: это мы говорим о, географическом регионе Бурятия, о том, о людях, которые живут внутри этой клетки. Но за последние годы была огромная, невидимая, скрытая иммиграция, в том числе в США. Насколько я понимаю, здесь, не менее 10 000 бурятов живет. В Монголию только за последние вот годы войны, насколько я слышала оценки, что не менее 5 000 человек уехало в Монголию. И я знаю людей, которые живут, по сути, в таком, разрезанном мире, то есть у них семья осталась там, невозможно вывести всю семью,
Но сам мужчина, допустим, вот, живет и работает в Монголии, потому что он не хочет поддерживать эту войну, он не хочет получить повестку, и ему противно в этом всем участвовать. Так что буряты проголосовали молча, но, на физике, да, скажем так, они уехали. Очень многие уехали от войны. Проголосовали ногами, как говорится. Проголосовали ногами, да. А, Юля, ты себя часто, я видел даже несколько выпусков, где ты называешь себя бурятской националисткой. В русском, в русском вообще понятие, в русском лексиконе, в русских словарях националист это имеет такую негативную коннотацию. И скажи слово националист, и все, это ругательность, что-то оскорбительное. Я себя открыто называю националистом башкирским. Вот, что ты вкладываешь вообще в понятие националист, националистка? И кто такой вообще бурятский националист, националистка в твоем понимании? Хороший вопрос, спасибо тебе. Смотри, я выступаю за национализм, и я себя сознательно с этим связываю, как раз-таки потому, что в этом понятии нет того смысла, который в него принято вкладывать в колониальном, в этом имперском ключе, в том числе в русскоязычном. Слово национализм было стигматизировано еще большевиками, и что они сделали? Они сделали такой хирургический трюк. Они привязали слово национализм к понятию национальность. Во-первых, они изобрели слово, понятие национальности, когда там в 26-м году, по-моему, при них прошла первая перепись, и появилась вот эта графа национальности, где они стали вот разделять людей по происхождению, по этническому. Но на самом деле как бы в цивилизованном мире nationality — это гражданство, да, и Конвенция о гражданских правах ООН, там, по-моему, 42 или 45 пункт, nationality, да, каждый человек имеет право на nationality. То есть люди имеют право не на национальность, а на гражданство. Понимаешь? Да? А на самом деле национализм привязан к слову нация. Нация. И вот это слово, оно старательно как бы вытеснялось из русскоязычного сознания, оно не имеет на самом деле широкой репрезентации. Люди не понимают, что такое нация. Для них нация, национальность — это что-то примерно одно и то же. Туда же идут нацики, нацизм, знаешь, вот все, короче, что имеет нацию, оно все в одну кучу смешано, и получается в голове такая каша, и у этой каши такой общий знак минус, вот прям такой, знаешь, вот, красный знак "стоп, не подходи", потому что ты здесь будешь плохим. Если ты с этим себя связываешь, что ты однозначно маргинал какой-то, ты преступник, ты сепаратист и так далее. Это сделано сознательно. Сейчас я попробую вот эту очень, хитромудрую конструкцию для вас развернуть. А, Национализм, опять же, возвращаемся, это про нацию, да. Нация — это сообщество людей, связанных идеей. То есть они не связаны друг с другом. То есть нация формируется не по крови и земле, там, не по этническому происхождению. Мы считаем друг друга прям братьями, и поэтому мы нация. Нация — это политическое понятие, это идеи, допустим, принадлежности к той же земле, но мы на ней строим правовое гражданское общество. Вот это и есть нация, да. Нация — это про суверенитет. Это когда ты уважаешь, свои границы и, соответственно, относишься к границам другой нации, да. Вот это и есть нация. И национализм, в этом здоровом смысле, когда ты платишь налоги — это национализм, да, когда ты приносишь пользу своей стране — это национализм, понимаешь? А то, что они ну, заставили нас считать национализмом, это на самом деле является шовинизмом. И в случае с Россией это обыкновенный русский шовинизм. То есть что такое шовинизм? Это идея
превосходство одной социальной группы над другой, да, то есть, ну, в нашем случае превосходство русские, титульная нация, да, как записано в Конституции, государство, образующий народ, русские. Это и есть закрепление шовинизма на государственном, системном уровне. И он же проявляется, он же пророс уже давно в бытовом смысле. Вы везде с этим сталкиваетесь. Объявление в этих Сдаем только сдать славянам, да. сдаю только славянам. Это не что иное, как русский шовинизм. Это не национализм, понимаете? Вот, так что произошла гигантская подмена понятий, и люди до сих пор находятся вот в этом шлейфе, да, они думают, что националист это какой-то там вот такой с повязкой, с калашом, который сейчас пойдет просто всех не своих резать. Нет, на самом деле националист это тот, кто а, видит свое сообщество процветающим, хочет ему свободы, ам, хотела сказать радости и братства, хочет ему свободы и нормального здорового будущего, в том числе своим детям и людям, которые живут рядом с тобой. Вот это и есть нация, и мы об этом должны говорить. Политическое, гражданское сообщество, понимаете? Вот я за это выступаю. Теперь, кстати говоря, наши оппоненты, скажем так, мягко их назовем, работающие на Лубянке, они используют вот эту мешанину, вот эту путаницу в смыслах и называют нас националистами в том смысле, что мы типа нацики, да. Они постоянно делают эти вбросы, они пытаются нас смешать вот с этим, с этой ненавистью, и тем самым запугать, скажем, русское население в той же Бурятии, да, вот, мол, придут вот эти злобные буряты, вот они выступают за независимую Бурятию, в которой будут жить только буряты, а вас типа всех выгонят. Нет, мы совершенно не про это. Кстати говоря, Россия для русских, Москва для москвичей – это изобретение Лубянки, так что это полностью а, монополизированная ими сфера. Вот манипуляция вот этими понятиями это то, чем, руководит Лубянка. На самом деле, в моем понимании, ты спросил именно о моем мнении, Да, да? да, конечно. Я же не единственная бурятская активистка. Но в моем понимании, бурятский национализм – это защита суверенитета Бурятии и людей, которые живут на ее территории. Но я никогда не буду разделять людей на русских, украинцев, белорусов и бурятов, которые там живут, а также и венков, и сайотов, да, и буду требовать какой-то иерархии или восстановления какой-то исторической справедливости, мол, подите вон отсюда, все русские, вы колонисты. Но я считаю, что в основе идеи вот такого суверенного бурятского государства должно, конечно, лежать понимание нашей истории, да, истории нашего народа, честь нашего народа, его исторические границы и уважение к этой памяти. Если там найдутся люди, которые не захотят с этим ассоциироваться, ну они просто найдут другую локацию. Они поедут туда, где вот Суздаль, где вот золотые купола и так далее, где весь этот вот русский мир, да. А, я думаю, что на самом деле, ам, большинство, ну, хорошо, многие очень люди, русские, которые живут в Бурятии, которые родились там, они любят свою землю, они любят место, в котором они живут, и они тоже хотят его видеть процветающим. И им там, ну, совершенно, э, им также важно, чтобы там вот я живу в этой квартире, я живу в этом доме, я вкладывался сюда. Мне Байкал, для меня Байкал является родным местом, Саян для меня родное место, и Баир мой сосед. Понимаете, и мы все можем жить дружно. Просто мы можем управлять нашей жизнью, мы можем перейти из, статуса подданных Москвы, да, мы можем перейти в статус граждан своего общества, равноправных, да, мы можем сами определять свою судьбу и постепенно избавляться от вот этого искусственного
искусственной программы беспомощности, которую нам тоже Москва вдалбливала, да, что как вы там проживете без нас. Да мы прекрасно без вас проживем. Это вы без нас ничто, без наших ресурсов, без наших людей. Вы просто ничто, вы болото с площадью, залитой кровью веками, да. Вот, поэтому мой национализм, он политический, он не этнический. Я еще раз повторю, нас много будут провоцировать, нас много будут стигматизировать по этому поводу и пытаться смешать именно с этими фашистскими штуками, но мы на самом деле не про это. Слушайте, буряты, как и все нерусские, мы прошли десятилетия или даже века, да, вот этой вот дискриминации по этническому признаку. Неужели же мы сейчас вот этот шанс на свободу используем для того, чтобы просто создать перевернутую пирамиду? Отомстить, да? Просто тупо отомстить, да. Для чего это все? Для чего? Как бы, чтобы что? Чтобы устроить какую-то кровавую баню? Нет, мы же просто все мы хотим просто жить в мире, мы хотим процветать и рожать детей, и растить детей в безопасном обществе, правильно? Ведь наши ценности такие, но безопасность, она не связана с тем, какой национальности, какого происхождения человек рядом с тобой живет. Это связано с тем, какие ценности в этом обществе установлены. Вот, поэтому мы за здоровый политический национализм. И это, кстати говоря, не только вот касается Бурятии или Башкортостана или Татарстана. Это глобальное движение, которое идет снизу очень во многих регионах мира. Юлия, я понимаю, вот звучит все красиво, Мгм. возвышенно, знаешь, но на самом деле, конечно, ну, все немножко как бы больше, Прозаичнее. наверно, более приземленно, наверное, я бы так сказал. Но и на самом деле есть и этнический национализм. И у нас, я помню, сажали, как буржуазный национализм еще в начале 20 века всех наших лидеров сажали. Я к тому, Мгм. что есть этнос, нация в том духе, что не политическая нация. Есть башкиры, есть татары, есть буряты, есть калмыки и так далее, и так далее. И есть действительно политическая нация. Вот как сегодня стали политической нацией украинцы. Да, все живущие в Мгм. Украине Мгм. разные народы, как один сплотились, считают себя украинцами, гражданинами Украины и воюют за нее, кровь проливают и так далее. Да, одно как бы одно перетекает в другое, то есть это это уже в следующий этап, наверное, да, получается. Но в любом случае в каждой стране ядро, в каждом государстве национальном, в каждой республике ядро является этническая составляющая, этническая нация. И здесь, как ни крути, в Башкортостане это башкиры, а в Бурятии это буряты, хоть вас и 36% всего. И вот такой приземленный вопрос, но который требует серьезного вот такого как бы ответа. Но сколько будет Мгм. государственных языков в Бурятии? Так, слушай, я, наверное, не буду отвечать на этот вопрос, потому что, вот как ты сказал, знаешь, я визионер, я такой вот, типа, за идеи отвечаю, но я не политик. Я бы не стала брать на себя ответственность и говорить, что вот я приду и сделаю там такой-то государственный язык. Я думаю, что все должно быть, приближено к реальности, связано с реальностью. Если большинство людей говорят на русском языке, то мы не можем им отказать в этом праве говорить на этом языке. Но бурятский тоже должен быть государственным языком. То Вот, есть государственные документы, конституция, там гимн, все это должно быть на бурятском, естественно. Да. просто я к чему задаю вопрос. Я вот написал книгу «Путь к свободе». Ну, у нас есть проект будущего независимого Башкортостана. Мы тоже прекрасно понимаем, что на сегодняшний момент наш башкирский язык до такой степени не низведен до уровня плинтуса, до уровня бытового кухонного языка, хотя еще буквально там Мгм. 25 лет назад на нем преподавали физику, алгебру, геометрию в школах, вот, Мгм. а сейчас этого ничего нету. Вот, и
ни одна сфера в республике не функционирует на башкирском языке. Все на русском языке. И невозможно вот в момент обретения независимости сразу же переключиться по щелчку, то есть на башкирский язык все. Это просто невозможно, и таких специалистов просто нету. Их нужно взращивать. И как бы по нашему проекту мы собираемся вот на 30 лет оставить русский язык официальным языком межнационального общения, Мгм. но не государственный. Государственный язык один башкирский. И Мгм. почему так? Потому что мы не хотим повторить судьбу белорусов. Я проживаю в Литве, у нас здесь огромное количество белорусов, и никто из них, я только одного встретил, который знает свой белорусский язык в независимом государстве. Они все разговаривают поголовно на русском языке. Почему? Потому что Лукашенко, придя в 1994 году, сделал русский язык вторым государственным языком через референдум. Люди сами проголосовали. И все, это убило полностью белорусский язык. Мгм. Потому что люди просто рационально не стали переходить на белорусский язык, учить его, когда можно сделать все на русском, потому что он точно так же функционирует и обязателен во всех там, учебных заведениях, во всех там магазинах, во всех там больницах, школах. Я И тебя так далее. поняла. Мгм. Вот, и А, поэтому такую ошибку повторить мы, конечно, не хотим. Ну смотри, Руслан, мы же все время говорим о людях, да? Вот мы все время на самом деле говорим о людях. Здесь дело не только в языке, а дело в том, какую жизнь вы принесете на этом языке. То есть какой образ жизни будет ассоциироваться с государственным бурятским языком. Если вы на этом языке создаете экономические свободы, если вы на этом языке создаете безопасность, в которую люди стремятся, в которой они хотят жить, строить дома и рожать детей, нет проблем. Если вы с этим языком каким-то образом приносите те же старые ограничения, иерархию и какие-то жесткие рамки, ничего не, игра не получится, да? То есть мы можем тешить свои ущемленные, безусловно, объективно ущемленные национальные чувства, свою национальную гордость, но мы при этом не должны забывать о том, а, о реальности, о том, что люди живут, о том, что мы имеем дело с живыми людьми. И наша задача, чтобы этот язык не просто его законом, понимаешь, не просто какими-то государственными мерами там в школе, указом вот ввести все, чтобы только вот на бурятском, только на башкирском учебники были. У вас с этим языком должно прийти новое качество жизни. Несомненно. Вот так. Вот Мгм. я просто, наверное, не досказал, просто по нашему проекту у нас же башкиры составляют тоже всего лишь 31%, 31,5%. Но у нас русские не составляют М. больше 50%, и тоже всего 36%. То есть еще там 21% это М. татары, там еще чуваши, марийцы и так далее. Татары. Мгм. Да, и мы вот по нашему проекту собираемся, то что единственный башкирский язык единственный государственный, но в местах компактного проживания тех или иных народов делопроизводство, обучение в школах, вплоть до 11 класса, начиная с детского сада до 11 класса, на все на родных языках. Местное телевидение, как я сказал, делопроизводство даже внутри, вот государственные бумаги, да, на государственном языке, а вот внутри, как бы на своем языке можно на чувашском, на марийском там какие-то указы сельсоветов и так далее, там муниципалитетов местных и так далее. Вот так собираемся защитить языки. И вот одно очень такой важный момент. Здесь в Мгм. Литве, допустим, вот сейчас, кстати, Россия обвиняет балтийские страны в том, что они ущемляют русских. На самом деле, вот я живу здесь в Литве и могу подтвердить, что здесь есть детские сады, русские, польские, белорусские, украинские, школы есть. Да. То же самое, украинские, русские и так далее. И все обучение идет на русском языке. Но просто с самого детского сада у них есть углубленное изучение литовского языка. И экзамены выпускные в школах они сдают на литовском языке. То есть человек, поляк, а, заканчивая школу, в совершенстве знает свой польский язык, потому что он и литературу изучает, и там и математику на своем Мгм. языке и так далее. Но в то же время он углубленно изучает литовский язык, плюс еще английский очень хорошо преподают в Литве. И человек выходит двух-трехязычный абсолютно. И никто не ущемлен, и молодежь развитая, многогранная, билингвы все.
это ли не прекрасно? Вот мы сейчас живем, и у нас такое есть прекрасная возможность изучать примеры других стран и как бы переносить на себя. И в то же время, вот ты говоришь, что мы должны построить такую жизнь, которая как бы должна для всех быть прекрасной, вне зависимости от того, на каком языке это будет. А, Признаешь ли ты, что в большинстве своем русские это имперский народ? Люди, которые, ну, вот по моему мнению, они, ну, им столько лет внушали, они сами находятся, живут так же, как мы, ущемленные, задавленные, ограбленные, униженные. Но вот им вот эту вот пилюлю имперскости дали, что вы выше всех Да, нерусских, что вы их всему Руслан, научили. да. И вот я просто Руслан, сейчас, да, договорю просто, к чему Мгм. я все это веду. И вот то же самое в своей книге я пишу о том, что понимая вот эту вот болезнь русского народа, я за русских. У нас в комитете есть русские, в нашем башкирском комитете. И я считаю, что в первое время, ну, из-за того, что народ до такой степени болен этой имперскостью, он будет максимально против независимости. Максимально против независимости. Либо он будет, даже если у нас по факту нам отдадут независимость, как это произошло в 91 году, в большинстве своем русское население будет страдать вот этой вот попыткой возврата к великому, к великой России, вот это вот обучаясь в школе на всем этом, на мифах вот это. И Москва, скорее всего, будет вмешиваться в национальные республики там, где большое количество русскоязычного населения. Через них Конечно. будут пытаться проводить свою политику, будут строить политические партии, как это происходило в Украине, там партия Медведчука, там, да, партия Януковича, вот эта партия регионов, которые будут пытаться перехватить повестку политическую. И, на мой взгляд, первое время должен быть какой-то переходной период, примерно там в 10 лет, с расширенными полномочиями у национального правительства, который проведет все законы сперва в жизнь, которые будут защитят эту республику, проведут там люстрацию, там укрепят экономику, заключат какие-то договора, союзы там с другими независимыми, с той же самой Монголией, да, у вас вот, укрепят язык и так далее, взрастят какой-то там хотя бы там часть специалистов, и только потом плавный переход, ну, как это было в Южной Корее, как это было в Сингапуре, да, вот мягкий авторитаризм. Согласна ли ты с этим или нет? Смотри, тут много вопросов. Давай попробую поочередно на них ответить. Для начала, мне надо было это сразу, но я... Хорошо. Для начала нужно понять, что мы с тобой сейчас общаемся из разных, скажем, позиций. Ты государственный деятель. Ты уже мыслишь как государственник, ты простраиваешь уже эти конструкции, ты видишь себя в этой системе. Ты системный человек. Я больше себя вижу как аналитик, как мыслитель вне системы. И я не вижу, не испытываю никаких амбиций, целей, там возглавить Бурятию, стать президенткой или там как-то, я не знаю, политически влиять на развитие этого народа. Для меня он родной, для меня это моя идентичность, но я все-таки вижу себя как активист, который прежде всего думает о людях. И я поэтому всегда останусь за пределами политической власти. Более того, я даже когда Бурятия обретет независимость и придут какие-то мужчины, которые возьмут на власть, я всегда буду к ним оппонентом. Потому что согласись, что как только ты входишь в эту фазу власти, у тебя сразу возникает очень много соблазнов, у тебя сразу у тебя просто все инструменты влияния в руках. И в отсутствии опыта, противовесов и институтов, а институтов еще не будет, и власть только у тебя. Да, ну, это мы рисуем такую ситуацию, предполагаем, да? Здесь очень важно, чтобы были критики, чтобы были, как это сказать, мотивированные, но не заинтересованные той же властью критики системы.
Поэтому я себя вижу больше как в одиночка-оппонент. Вот так. Теперь по поводу русские имперцы. Ответ да. Ответ да, потому что сам конструкт по себе идеологически, вот это понятие русского человека, оно уже включает в себя идею превосходства какого-то старшего брата, какого-то, значит, импортера цивилизации, образования, лампочки Ильича. Люди с этим родились, и это невозможно отрицать. Очень многие люди действительно не готовы принять идею о том, что вот, ну, а что мы теперь тут на равных, что ли, да? М, Круто сказала. давай возьмем конкретный исторический пример, это Казахстан, да, где в 91 году, по-моему, соотношение было 39%. казахов и русских Казахов 39, было ну 39%, русскоязычного было 51%. да. И, пожалуйста, через 20 лет соотношение полностью перевернулось. Полностью перевернулось. При том, что не было никакой дискриминации, не было никакого выселения, депортации, не было никаких страшных вещей, да. Это была тихая, добровольная иммиграция. То есть те люди, которые идеологически, которые морально, внутренне не смогли разделить с собой, не смогли принять эту новую реальность, они просто уехали. Ну, собственно, вот, Вот это вот как раз тот самый и есть мягкий авторитаризм, когда Назарбаев выстроил систему под себя, но он не, скажем, Руслан, давай будем все-таки пристегнутыми к реальностями. Назарбаев — это такая же марионетка метрополии, как и большинство лидеров вот этих освободившихся республик. И это, по сути, была неоколонизация Казахстана, да? согласен, А, да, то есть согласен. Назарбаев, мы не можем и этого Елбасы, и, кстати говоря, Токаева тоже, теперь меня не пустят и в Казахстан тоже, мы не можем считать какими-то действительно лидерами независимых наций. Там продолжается колониальный период, он просто в другой стадии, он такой гибридный. Москва по-прежнему влияет и коррумпирует все эти, а, значит, элиты. Так что там была просто история, Ну, я с ну тобой здесь да. немножко не согласен. Почему? Потому что, ну, Казахстан, я очень, казахи же прям рядом с нами находятся, и мы очень близко дружим. И я очень наблюдаю вот так, и как пример ставлю для Казахстана. И для меня вообще вот та политика Казахстана, которая сейчас выстраивалась все эти 35 лет, для меня это вот тот путь, который, я считаю, должен пройти Башкортостан. Потому что вот точно так же нас там 30%, русскоязычных тоже много. И Казахстан, находящийся между двумя огромными державами, такими как Китай Да. и Россия, он был вынужден лавировать. Он был вынужден лавировать, но он не впал в зависимость, такую зависимость, как та же самая Беларусь. Он не впал в зависимость, он выстроил многовекторную политику, и он и с Китаем, и с Турцией, и сейчас с США, и с Японией, и сейчас с Евросоюзом выстраивает отношения, и наладил там военное производство с Турцией, ОТГ создали они. Да, он зависим до сих пор от России во многом, но он очень мудро воспользовался вот этим вот, тем, что Россия сейчас увязла в войне с Украиной, и они постепенно отрываются, как бы этим пользуются. Я думаю, что ну, грамотно. Вот самое главное, что они Мгм. вот именно что не ударились в тот шовинизм, попыткой там гнать всех русских, и вот это все, и не разозлили, скажем, да, вот эту Россию, когда она могла легко действительно войти и там установить свой режим такой, как в Беларуси. Ну ладно, в общем, Я просто хочу пояснить, да-да. я не критикую Казахстан, я очень люблю казахскую культуру, у меня есть друзья деколонизаторы. Кстати говоря, именно Казахстан и Кыргызстан производят потрясающих, просто потрясающе умных, прогрессивных деколониальных активистов, у них очень много интересных проектов. И казахская идентичность, она находится на этапе своего расцвета. Да. Вот. Я не критикую Казахстан. Возможно, вот такая именно тихая эволюция, она
была единственным возможным бескровным вариантом, да, Да-да, и пройти даже вот между в тот Тулой и момент, Харибдой, когда да. да, даже тот момент, когда они перенесли столицу юга из Алматы в Астану, в центр, и заселили ее казахами, то есть передвинули огромные массы. На юге больше казахов жило, на севере больше русских, и Мгм. как-то передвинули эти массы туда, ближе к северу. Сейчас практически все северные районы, регионы, точнее, Казахстана, они практически все уже более 50% казахами заселены. Ну, молодцы. А, давай перейдем к тебе дальше. И ты много лет жила в Москве, Мгм. возглавляла, работала журналистом в ТАСС. И я к тебе здесь хочу, ты там возглавляла отдел, который назывался ТЭК и металлургия, то есть с топливно-энергетическим комплексом, то есть ты была, ну, получается, что ты в этом разбираешься. И отсюда такой вот вопрос. Башкортостан — это такая нефтяная республика, как и Татарстан. М. И вот как ты считаешь, вот Башкортостан, нефтяная вообще эра прошла уже? Или вот нам, ну, представим, что в ближайшие там 5 лет Башкортостан получит независимость. Сможем ли мы еще, скажем, дотянуть вот на этой нефтяной эре, когда там мы можем качать, перерабатывать и выгодно продавать свою нефть? Или уже все, это она заканчивается и нам это ничего не поможет в будущем? Как ты считаешь? Так, ну, я тут все таки себя не видела бы нефтяным экспертом, поскольку я давно уже вышла из этой повестки, но, Ну так, глобально хорошо, примерно. да, тоже такими общими мазками. Смотри, нефтяной век для человечества пока не закончился, и он не спешит заканчиваться, судя по войне, которая идет в странах, в Иране, да, которую развязали США и Израиль. Это говорит о том, что интерес к нефти огромный со стороны мирового капитала, и в нее продолжает вкладываться. В нее продолжает вкладываться. Более того, э, сдерживаются или недостаточно инвестируются, проекты, скажем так, новой, энергетики, которая не связана с fossil fuels, то есть ископаемыми, да. Поэтому век нефти, ее хоронить еще рано. Мы продолжим передвигаться на двигателе внутреннего сгорания. Но у вас же там, помимо того, что у вас Башнефть, у вас огромные месторождения, у вас потрясающие ресурсы по переработке, у вас нефтехимия. И это на самом деле огромный лакомый кусок. Это то, что может стать хабом для привлечения зарубежных инвестиций, и это то, через что вы можете находить свои собственные рынки. Нефтехимия, то есть пластик, да, то есть даже не сам по себе бензин, а именно переработка и производство Углубленная вот переработка, этого. да? Да, углубленная переработка — это то, во что сейчас текут большие деньги, самые большие деньги. Именно не прямая гонка нефти. Мгм. Ну тогда вот Но если... Мгм. давай здесь я не могу просто об этом умолчать. То есть, с одной стороны, картина, конечно, выглядит очень вкусная, но она вкусная не только для вас. Здесь я вообще хочу сказать о том, что, ребята, давайте понимать, что колониализм — это не только российская история. И наш мир, человеческий мир — это вообще структура жесткой пирамиды. Мы все живем в иерархии, в мировой глобальной иерархии. Наверху вершины этого треугольника — это США, это западный мир. Если вы думаете до сих пор, если вы живете в убеждении, что США — это демократия, а западный мир — это свободы, я вас уверяю, вы находитесь в иллюзиях. Мы находимся, э, ты, я, мы маленькие вот народы, маленькие относительно больших Нация. западных сообществ, да, мы находимся глубоко в основании пирамиды, и на наших плечах стоит вот этот западный империализм, который, знаете, он как бы в старом виде принято считать, что вот в старом виде, то есть когда там Британская империя, над которой не заходило солнце, да, вот
Франция, там Испания, что мы считали, что этот империализм, ему пришел конец там в середине 20 века, когда там Индия получила свободу, когда там британцы ушли отсюда, оттуда и везде поставляли свои колонии, доминионы. На самом деле нет. Просто все перешло и трансформировалось в стадию капитализма. То есть капитализм — это и есть империализм 2.0. Просто все контролируется через деньги, через рынки и капиталы. Поэтому это одна из причин, это на самом деле главная фундаментальная причина, почему у Башкортостана, у Бурятии, да на самом деле даже и у Украины не будет по-настоящему свободы и независимости, пока существует вот эта иерархическая матрица во всем мире, повторяю. То есть вот этому западному дракону, ему невыгодно, чтобы башкирская нефть становилась независимой и приносила дивиденды, скажем, ну, на местах, да. Вы должны быть, то есть должны быть стерты границы, чтобы к вашему ресурсу был проложен максимально дешевый, желательно бесплатный путь для того, чтобы ее иметь. Теперь я прихожу к очень интересной мысли. Думаете, почему война в Украине, да, она, безусловно, имперская, она выгодна России, но думаете, почему она до сих пор не закончилась? Почему не было никакого адекватного ответа со стороны западных стран? Да потому что Россия является частью вот этой глобальной иерархии, она встроена в этот мировой капитализм, империализм, и, собственно, Москва — это просто удобный директор бензоколонки, да, с которым можно, с одним договориться, и у тебя и алмазы Якутии, и уголь Бурятии, и нефть, башкиров, и газ, с Ямала, у тебя все есть это в кармане, да. Европа, жила последние годы на так называемом, русском газе, но это не русский газ. Это газ, который русские отняли, у северных народов и продали его как свой. Так почему вы думаете, что европейцам выгодно эту цепочку разрушить и потом идти и на местах договариваться с какими-то ханси, с какими-то башкортами? Ну, какие это я с их точки зрения говорю, Да-да-да, да? То конечно. есть мы для них находимся в самом низу иерархии. И, пожалуйста, пожалуйста, я не пытаюсь никого обидеть, это просто так устроен мир. Они нас так видят, понимаете? Они нас видят только как только как аборигенов, которые, ну, вот находятся на этих ресурсах, так у этих аборигенов должен быть хозяин, один желательно хозяин, с которым можно эти связи наладить. Кстати говоря, то, что я сейчас произношу, это вообще не секрет. Вы посмотрите, что Трамп, как он договаривается о мире в Украине, да. То есть речь идет о металлах, о допуске американского капитала в Украину, о том, что вы нам... то есть какой-то баш на баш идет. Так это и есть язык, это и есть язык, да, Неоколониализм, так да, называемый. да, это и есть язык западного капитализма, понимаете? Им плевать совершенно на реальную экономическую независимость Украины. Плевать им, так же, как и Брюсселе тоже наплевать на это. Важно, чтобы работали вот эти созданные а, пути прохождения капитала. Понимаете? Вот, поэтому мы на самом деле с вами просто я почему об этом говорю? Очень многие наши люди находятся в такой иллюзии, что вот где-то там есть свободный мир, там все хорошо, там свобода, а вот есть, значит, наш концлагерь, и все, что связано с Россией, это плохо, а все, что связано с США, это хорошо, и это приносит добро. Ребят, еще раз повторяю, мы находимся в глобальной пирамиде, и здесь нет исключений, понимаете? Другой момент, который я также хочу озвучить, чтобы у многих открылись глаза. Мы с вами живем в белоцентричном мире, понимаете? Когда
белый человек оценивается совершенно по-другому, чем мы с тобой, Руслан, понимаешь? Поэтому, когда ты приводишь пример, Японцы бы поспорили. японцы бы поспорили, но, знаешь, они тоже получили свои бомбы, и тоже за это никто не ответил в 1945 году. Но да, я с тобой согласна, что их больше принято считать. Понимаешь, дело в том, что японцы живут на на своих островах и поставляют технологии, поэтому они свои. Да, они никому не угрожают там. А мы с тобой сидим на ресурсах, которые уже проданы туда, в Европу или куда там, в Китай. Поэтому, ну, они 10 раз подумают, во что им обойдется независимость Бурятии и Башкортостана. Может быть, все выгоднее оставить как есть, понимаешь? Поэтому, собственно, война продолжается. Путин никогда бы не напал, если бы не знал, что у него существует молчаливое одобрение от его как бы собратьев по колониализму. Так что Я бы с тобой поспорил здесь. Я согласен со всем, что ты говоришь. И глядя на то, как Африка до сих пор остается на самом деле, хоть и якобы независимые государства, на самом деле они все такие же колонии, где все колонии, ключевые лица. Да, сырьевые сырьевые колонии, колонии. из которых тупо выкачиваются миллиарды долларов, да. Согласен, но есть но. Дело в том, что в 91 году, когда развалился Советский Союз, то же самое и США не хотела развала, и мы помним вот это, да, когда он в Мгм. Киев приезжал, э, Джордж Буш старший. Я помню, слушал интервью и эстонцев, которые говорили о том, что им звонили с США и говорили: не выходите, не объявляйте свою независимость, оставайтесь в Советском Союзе. Да. Но это не помешало вообще никак развалиться СССР. Исторический процесс, его не остановить. И то же самое будет здесь. Я сомневаюсь, что можно будет как-то остановить этот процесс. Ну, она сгнила. Вот когда дом сгнил, он просто рухнет и все. Как бы ты его там подпорками его не ставил, какие-то там палки, какие-то там стены заново гвоздями прибивал бы, ничего не поможет. Все равно все это рухнет. И договариваться будут с теми, кто контролирует территорию. Как сегодня договариваются с сирийцами, с тем человеком, который когда-то был террористом номер один, Баш-Ашара, так называемый. Мгм. Сегодня он президент, и Трамп ему жмет руку и говорит: ты классный парень. Поэтому я понимаю, что да, будет сложно, да, мир против нас, особенно весь западный мир. И для них выгодно оставить статус-кво вот этой всей Российской империи. Но я думаю, что Ну, исторический смотри, процесс мы тут с тобой на закрепится самом и все. деле, да, мы тут с тобой на самом деле не спорим, и вторая часть правды, или вторая часть моего сообщения заключается в том, что вот этому глобальному устройству на самом деле приходит похожий конец, Да, и да, Китай, потому Китай что явно ломает это глобальное устройство. ну, я думаю, что есть еще какие-то механизмы, которые, влияют. То есть не только вот какое-то внутреннее противостояние. Дело в том, что смотри, империализм как, сугубо искусственная конструкция, она претендует на то, чтобы занять место реальности. Но никакая, созданная людьми картинка мира, она никогда не может стать шире этой реальности. Поэтому постепенно противоречия накапливаются, и система начинает давать, сбои. То, что мы сейчас видим в Иране, то, что мы видим, в Палестине. Империя, понимаете, когда она находится на своем пике, когда она сильна, никто даже не подозревает, что он живет в империи. Вот это и есть на самом деле парадокс. Никто не подозревает, что он живет в империи, пока она сильна. Потому что все хотят в ней быть, все к ней стремятся, там сила, там деньги, там власть. И вот только когда она входит в стадию дряхления, маразма и слабости,
вот тогда начинается то, что сейчас происходит, то есть политика экспорта силы. Мы вас заставим, мы вас закидаем ракетами, ам, угрозы и так далее. То есть сейчас вот этот западный монстр, он находится на стадии своей политической смерти. Вместе с ним, кстати говоря, умрет и российский империализм. Да. Поэтому то, о чем, знаешь, я недавно говорила в своем видеоролике, не деколонизаторы в очках сломают эту чекистскую систему. Многие просто думают, что вот если мы читаем Саиды и транслируем какие-то идеи о российском колониализме, то мы ужас-ужас приведем к какой-то гражданской войне. Нет, вот эта система насилия, она разрушает саму себя. Это просто заложено в ее дизайне. Да-да, Она никто. же не да, империализм просто как, система, которая все время направлена на экспансию, на пожирание, на захват. Она в конце концов сталкивается с этим внутренним сопротивлением, на тех территориях, на которых он пытается свои ресурсы забрать. И он скатывается как бы и к исходной точке, он схлопывается. Поэтому Как говорится, никто так много не делает для развала России, как сам Путин. как сам дракон, конечно, да, как сам Да-да. дракон, да. Юлия, Поэтому наша с вами задача, прости, я да-да-да. не могу замолчать, поэтому наша с вами задача наблюдать за этим процессом, да, понимать, где мы находимся, и думать о своих людях, думать о том, когда наступит вот этот коллапс, когда наступит вот этот час X и кризис, и все посыпется, люди, как ты, да, вы наверняка уже там готовитесь, вы знаете, что делать, проявить решительность, но при этом вы в себе несете идею жизни, да, не ненависти, не уничтожения, а вы хотите строить новую жизнь, честную для людей. Да, Юлия, абсолютно так. Я просто хочу, чтобы мой народ выжил, потому что я, оценивая аналитически просто состояние сегодняшнего своего народа, я даю ему максимум 30-50 лет, когда он пройдет ту точку невозврата. То есть он не исчезнет как народ, но он исчезнет как народ, который а, ощущает себя башкиром, который здесь, Как как идентичность, идентичность, да, да, еще. да. Да. Да, он исчезнет, он ассимилируется, и будут ходить узкоглазые какие-то там, не знаю, русланы, которые будут считать себя русскими абсолютно, и забыв свои корни, забыв свою историю, и думая, что их действительно все их герои это вот Александры Невские, Кутузовы и Суворовы. Вот. Ты знаешь, даже, наверное, как ты говоришь, узкоглазых русланов будет все меньше и меньше, потому что женщины, будут бояться, сохранять вот эту свою идентичность, и они будут стремиться выходить замуж за, скажем так, человека с титульной внешностью, просто чтобы себя и своих детей обезопасить от этой агрессивной среды. Ам, я скажу так насчет бурятов. Я думаю, что у бурят еще меньше этот срок, м, жизни, если сохранятся текущие условия концлагеря, поскольку у нас численно меньше. И, как показывают последние годы войны в Украине, метрополия сознательно, да, использует бурятов, башкортов, дагестанцев, тувинцев именно как штурмовое мясо. Да, с одной стороны, это очень, на самом деле, практическая Прагматически, операция. то есть, Очень, да, в ней глубокий расчет. С одной стороны, это создание лица агрессора, да, то есть со стороны украинцев существовал огромный, просто огромный информационный вакуум по отношению к тому, кто такие вообще эти нерусские, никогда ничего о них не слышали, от них ничего не слышали. Вот. И тут вот их показывают, в новых газетах выходят везде эти обожженные бурятские танкисты и так далее. Как бы случайно это все получается. Вот. И, получается, создается лицо агрессора, на которого потом можно будет, свалить всю вину и ответственность. А второе — это,
обезопасить себя на случай вот этого конца империи, да, когда основное мужское население, которое обладает вот этой физической силой и потенциалом сопротивления, чтобы оно было уже уничтожено к тому моменту, да. И, соответственно, остаются только женщины, а женщины — это самая дискриминируемая группа в России. Я еще раз повторяю, не просто народы, а женщины — это самая большая дискриминируемая группа в России. Остаются женщины, которые просто с целью выжить начинают искать возможности, как адаптироваться, не знаю, там, выйти замуж родить от того, с кем ей, как ей кажется, будет более безопасно связать свою жизнь. Вот. Да, вот мы идем на самом деле к своему а, э, экзистенциальному концу. Вот если Есть, ничего не да. изменится, мы подходим к своему экзистенциальному концу. Нас больше не будет. И поэтому даже вот я, еще раз опять, конечно, немножко хвалюсь уже, да, что своей книгой, но там снова я вот пишу о том, что я там 4 сценария как бы вот в конце даю, что может быть произойти, анализирую и говорю о том, что вот если даже представим, что будет прекрасная Россия будущее, и мой башкирский народ сохранится, согласится остаться в этой прекрасной России будущего, то конец моего народу точно так же произойдет, просто он немножко отодвинется по времени. Ну, не 50 лет оставим, но будет 80 лет, 100 лет. Потому что, а, понимая, ну, русских много, их вокруг опять все равно будет больше. Если даже нам дадут каких-то полномочий, там, отсыпят, как говорит Певчих, там, отсыпем вам полномочий, чтобы там вы жили хорошо. Вот. И Берите сколько можете проглотить да, вашего да, да, суверенитета. вот как говорил Ельцин у нас в Уфе. И Башкортостан снова, как в 90-х годах, станет регионом-донором. В нем будет все хорошо, будут хорошие зарплаты. Кто к нам поедет в первую очередь? Опять русские к нам поедут. А ты их не сможешь выгнать, потому что Россия одно общее государство. И также будет русский язык давлеть. Ничто в языковой политике не изменится. Башкирский язык так и останется на уровне плинтуса, потому что русский язык останется государственным языком, как язык государства всей федерации. Ну и убийство народа произойдет просто намного мучительнее и чуть-чуть подлиннее сроком, и все. И спасет нас, может спасти только независимость. Да, отрываться с мясом придется, да, возможно, мы рухнем там в какое-то первое время в экономическую пропасть, да, возможно, будут потоки каких-то беженцев, переселенцев там и так далее, но по-другому никак, по-другому никак. И вот здесь, Юлия, я еще раз хотел вот к тебе обратиться как к человеку, который понимает все-таки в экономике что-то. И вот сейчас многие экономические там, эксперты одни говорят, что Россия скоро развалится, что вот все там крах экономический, все плохо в России. Другие говорят, что ни хрена, Россия еще сильная и у ней запас прочности большой. А ты бы как ответил на этот вопрос? Это потому что очень сильно связано, потому что я считаю, что мы получим независимость только через экономический крах. Сейчас я вас удивлю, Руслан, тебя и всю твою, похоже, мужскую аудиторию. Я точно не возьмусь делать экономический прогноз, потому что я сейчас не работаю с этим материалом. Я Ну, а не на твой экономист. взгляд, примерно как ты думаешь? Я вижу, что сила находится в другом месте. Экономика, да, но экономика — это не первое звено. Это не нулевой А пациент. что первое? А, я сейчас вернусь к тому, что я уже говорила. А, Весь российский империализм держится на женщинах. То есть, а, российский колониализм плюс милитаризм и плюс патриархат — все держится на женщинах, которые поставляют вот этой всей уродливой системе пушечное мясо, поставляют мужчин. А, Помнишь, были самые большие выступления во время войны? Это Башкортостан, это Дагестан, это Якутия, это Бурятия. Это все были женщины. Это все были женщины. Потому что
Человек, который приносит жизнь, он только он понимает, что такое, когда ее отнимают. Когда ты вырастил это, когда ты вырастил, когда ты родил, вырастил в тяжелейших условиях, и у тебя вот этого твоего человека отнимают как мясо, как того, кто побежит с автоматом куда-то непонятно зачем. Вот только женщина понимает, что на самом деле, какая трагедия происходит. Это все, это конец, это смысла нет ничему больше в этом. Поэтому только когда женщина выйдет из этого патриархата, запустится механизм разрушения российского империализма. Еще раз повторю, российский империализм держится на патриархате. Понимаешь, потому что сначала, если вообще отмотать к основам, откуда пошел империализм, он же не сам по себе взялся, понимаешь? Изначально возникла идея о том, что а, ресурсов мало, ресурсы ограничены. И женщина, которая находится рядом с собой, она тоже как бы вот входит в понятие этого ресурса. Сначала мужчина присвоил себе тело женщины, чтобы что? Чтобы контролировать жизнь, контролировать, как он Ну, как, считает, как, как функцию. сейчас Путин пытается, да, рожайте Да, с да. 14 лет. Как они вводят постоянно вот эти стимулирующие меры, они постоянно говорят о том, что женщина должна рожать. Ты посмотри, на самом деле, а, их повестка-то, она не столько империалистическая, сколько патриархальная, да. То есть что такое патриархат? Это логика доминирования, из которой уже потом выходит колониализм. То есть сначала мужчина присваивает себе тело женщины, а потом он решает, что ему можно присвоить ресурсы соседа. И тогда и территории, и так дальше, и так дальше. Поэтому эта система может сломаться только из своей основы, то, на чем она стоит. Вся эта война держится на женщинах, как бы мне не было это страшно Ну, признавать. как Потому что женщина терпит насилие в России. Нигде нет такой степени насилия над женщиной, как в России. Как женщина? Через гнев. Вот когда женщина начнет сопротивляться вот этому, когда женщина скажет: "Я не буду рожать больше для этого государства, я не буду давать им свое тело, я не буду давать им свою жизнь и своих детей", вот тогда по-настоящему разрушится колониализм в головах. Я сейчас не говорю о том, что нужно ждать, когда все женщины восстанут и пойдут там, значит, греметь кастрюлями. Речь не об этом идет. А, Возможно, что вообще никто не может сказать, как будет, сознание понимаешь? должны просто, да. Я сейчас говорю про деколонизацию именно сознания, того, что у людей, в головах находится. Потому что смотри, мы можем взять, опять же, силу мужчин и с помощью там маскулинности, да, провести какую-то операцию, взять власть в руки. Это будет смена именно физической власти. Но в головах все останется то же самое у людей. У людей останется весь тот же патриархат. И, кстати говоря, я это вижу по некоторым активистам, которые называют себя деколонизаторами, как их бесит феминизм. Как их выводит из себя проявленная женщина, понимаешь? То есть они просто хотят, получается, поставить себя вместо Путина, просто наивно полагая, что они лучше, чем Путин. Но все остальное останется тоже, в головах останется вся та же иерархия. Ребята, все, что мы сейчас имеем, те страдания, та кровь и война, это все держится на патриархате. И, кстати говоря, вот когда я говорю патриархат, феминизм, я не говорю, что все мужчины плохие, а все женщины хорошие. Речь вообще не об этом. Патриархат — это система доминирования, в которой мужчина встроен как ресурс, как мясо. Понимаете? То есть на вершину вот этой пирамиды добираются только немногие. Только вот это вот в России, возьмем Россию, да, это только вот эта чекистская верхушка, которая вот там, в Москве находится. Вся остальная Россия в этой системе это все как бы, ну, винтики, ее винтики. Мужчина в патриархате — это солдат, это пушечное мясо, опять-таки.
это клерк, который там в корпорации сидит, в банке. А, Патриархат не выгоден никому, ни мужчине, ни женщине. Это просто логика доминирования, где вот как, по старинке принято считать, что если ты мужчина, то ты, значит, вот как бы человек, а женщина — это функция, которая, должна и обязана воспроизводить жизнь. Нет, все меняется. На самом деле, ребята, если вы я просто за этим внимательно слежу, я вижу по социальным сетям, что у женщин настроение, что с меня хватит, они поднимаются. Феминистские ролики, они все больше и больше получают, внимания, потому что, ну, дальше так просто невозможно. Мужчина мало того, что он, приносит только насилие, так он еще параллельно инфантилизируется, понимаешь? То есть, ну, собственно, кто идет на войну-то? Это умные люди, что ли, идут? Они же просто совершенно, находятся в полной неосознанности, они не управляют своей жизнью, у них нет никаких собственных целей, у них нет никакого смысла в их жизни. Это и есть мужчина, продукт патриархата. Хорошо, а Поэтому, восстание, вооруженное восстание за независимость будут поднимать мужчины, они тогда как будут проявляться? когда, ну, я же не говорю, что все мужчины неосознанны. Но я о чем говорю, что вы можете, противостоять силе силой, да, там, я не знаю, физическая сила, сила оружия, но это то, с чем империя привыкла бороться. Империя знает, и когда она видит конкретного врага, она просто знает, что надо вести танки. Вы можете положить 100 самых лучших, людей, которые на местах сидят и ждут вот этого часа икс. Но в конце концов, мы же не чекисты, для нас каждая жизнь наших людей важна, правильно ведь? Да, То есть вы согласен. положите это то, что произошло в Украине. Посмотри, 2022 год, очереди в военкоматы. Самые смелые, самые классные, самые честные, моральные люди идут защищать свою страну. Да, и что? Все ждали, что вот сейчас, Украине разрешат победить, но этого не произошло. Потому что, еще раз повторю, мы находимся в рамках, да, вот этого глобального патриархата. Потому что никто тебе, не позволит эти рамки нарушить. Поэтому, к сожалению, да, потеряны самые лучшие люди, и дальше какая-то неизвестность. Не дают ни победить, ни проиграть. Как-то вот так вот все зависло, и украинцы просто истекают кровью. То же самое и можно экстраполировать на нас, только мы к тому же еще и не белые, да, а русские белые как раз таки. Русские для западного мира — это люди, хозяева вот этой Свои. территории. Свои, да. Поэтому, еще раз говорю, вы можете сделать переворот, вы можете перенять власть, но вы тем самым только отрубите одну голову этого дракона. Вот только милитаризм, допустим. Но все остальные головы, которые воспроизводят вот эти смыслы, вот эти доктрины, они останутся. То есть тот уклад жизни, который был патриархальный, он останется в головах. И, соответственно, дракон возродится, понимаешь? То есть он пересоберется. Если не разрушить в головах вот эту, патриархальную матрицу, он однажды пересоберется. Я знаю, что это очень сложно сейчас принять, но, это не значит, что сейчас надо хвататься за голову, и вот эти женщины, сейчас вот они там, значит, возьмут власть в свои руки, и настанет какой-то страшный патриархат. Смотрите, матриархат — это не перевернутая пирамида, где женщины сверху, значит, мужчинам настал какой-то конец. Нет, женщина вообще не про власть, женщина вообще не про, контроль. Женщина — это сбережение ценностей. Женщина создает смыслы, понимаешь? И Четко. очаг, не знаю, уют, дом, семью. Женщина — это та, которая будет оберегать жизнь. Юлия, Поэтому, если мы сможем построить общество, в котором будут, во главе не люди, не мужчины, не какие-то там должности и так далее, если у нас во главе будут именно ценности, вот тогда мы будем говорить
об окончании колониального периода. Еще раз повторю, мы живем в этой матрице, ей 5 веков. Да, она разрушается, но она по-прежнему как бы воспроизводится в головах в виде шаблонов. Поэтому невозможно одним только военным переворотом что-то изменить. Невозможно только выгнав там чекистов из здания в Уфе, построить новую власть. Нужно еще работать с головами, с этой ментальной прошивкой. Нужно защищать женщин. Юлия, у нас уже время подходит к Да. концу. Э, В конце я попрошу тебя, ну, что ты хотел бы сказать нашему башкирскому народу, ну, в том числе и своему бурятскому народу, конечно же, коротко, если. Ох, какое неожиданное завершение. Я бы хотела сказать, что впереди действительно, на самом деле, новый мир. Это видно по всем признакам. Старый вот этот мир, в котором одни доминируют над другими, ему сейчас приходит конец. Мир, который построен на подавлении, на том, чтобы одни служили, значит, своим хозяевам, и при этом они за счет чего служат? Они не знают себя, они не знают, чего они хотят, они не умеют чувствовать себя. Вот этому миру сейчас настает конец. И я думаю, что самое главное, что каждый из нас может сделать, независимо от того, где он находится, за границей или в Уфе или в Улан-Удэ, начните с себя. Просто, начните, просто поймите, кто вы в этой системе. Начните чувствовать себя, чего вы хотите. Вот, Руслан, мне сейчас сложно, на самом деле, ты, наверное, это вырежешь. Мне сложно сейчас об этом говорить. Ах, на чем вот держится вся вот эта патриархальная, тяжелая, страшная система? На чем держится этот концлагерь? О том, что люди не знают себя. Понимаете, эта система, вот чем, собственно, занималась советская инженерия. Она создавала человека, который не умеет держаться за счет внутренних опор. Он держится только за счет внешнего. То, что ему дает система, там, идею русского величия, там, не знаю, верность Отечеству и так далее, и так далее. Собственно, почему многие люди поддерживают эту бессмысленную войну против Украины? Потому что у них нет своих опор. У них есть только то, что им извне инсталлировали, понимаешь? Поэтому, если можете, обращайтесь внутрь себя, занимайтесь собой, занимайтесь своим здоровьем, занимайтесь, не знаю, там, своим телом, своим развитием. А, Развивайте критическое мышление, я бы еще посоветовал. Развивайте критическое мышление. Кстати говоря, вот мое пожелание, а, если вы слушаете русскоязычные медиа, если вы читаете только русскоязычные медиа, вы 100% подвержены пропаганде, вы 100% подвержены индоктринации. Потому я скажу вам как человек, который как бы и на английском, и на русском, я вижу, насколько инфильтрован, просто заражен вот этими смыслами русский язык. И это там дело не только в кремлевских СМИ. Любое мейнстримное медиа, а особенно так называемые либеральные российские медиа, которые как бы хорошие, которые как бы за все мирное и доброе и так далее, это самый сильный яд. Это самый сильный яд. Поэтому я не слушаю ни Ходорковских, ни все вот эти вот эти "Живые гвозди" венедиктовские, все вот эти проекты. Я не слушаю это с 22 года, и я просто вздохнула с огромным облегчением. У меня ушел этот мусор из головы, и я наконец начала находить ответы из книжек, и внутри вся картина простраивается. Поэтому отключайтесь от этой русскоязычной матрицы. Вот ты говорил про важность языка. Начните сейчас. Отключайтесь от всех этих популярных политик, или как они там называются, эти дожди, эти эхи и так далее. Это самый сильный токсин, потому что он, знаете, вот мне там говорили, ты там в ТАСС работала пропагандистка, ты знаешь, ТАСС это вот прям лейблом написано, да, кремлевская пропаганда, не подходи. А "Дождь" и там вот эти вот люди Байкала или что-то там вот это такое. Мы же хорошие, мы же вот просто
вот за свободу, мы такие замечательные. Это и есть самая эффективная пропаганда. Это и есть агенты глубокого бурения, которые вот как раз заходят в обход. Они заходят через вашу надежду, они заходят через ваши намерения жить в каком-то другом будущем. И вот там они вас отравляют вот постепенно вот теми же на самом деле семенами шовинизма, имперства, глухоты вот этой, что к боли украинцев, что к бурятам, что к башкортам, понимаете? Это все головы одного и того же дракона. Поэтому отключайтесь от русскоязычных медиа прямо сейчас. Прямо сейчас. Прекращайте слушать все эти ютубы, всех этих так называемых экспертов, которые разбираются в реал-политик. Это все на самом деле сделано для того, чтобы вы перестали внутри себя понимать, что происходит. Вот как только вы отключите этот шум и побудете в некой детоксикации, вы сами начнете читать книги, желательно на английском языке, не на русском. Вот, вы начнете просыпаться, вы поймете, где вы А, находитесь. я еще добавлю к твоим пожеланиям, читайте на родном языке, изучайте родную историю, родную культуру своих родных классиков, Да, сказки, да, кстати, творчество, мифы, легенды. абсолютно точно. Читайте свою историю, погружайтесь, в то, в чем жили ваши предки. Знаешь, кстати, очень полезная вещь. Поищите своих родственников в списках расстрелянных НКВД в 30-е годы. И вам все станет сразу понятно. Вам все сразу станет понятно про эту страну и про то, какое будущее возможно, если она сохранится. Да? Для бурятов конкретно скажу, у вас наверняка тоже, Руслан, есть свои книги. Вот ты про свою книгу говорил. У вас есть люди, которые пытаются воссоздать историю. Читайте про своих героев. Выкидывайте из головы этого Александра Невского. Тем более, что это полностью, это симулятор, это выдуманный конструкт. Реальный Александр Невский работал на Орду. Он платил, он собирал дань, он вырезал новгородцев, никакой он там не собиратель земли русской, да, и вся русская история держится на самом деле на мифах. Да. Читайте историю своего народа. Вот для бурятов есть, пожалуйста, книга «Кровавая русская конкиста». Как происходило завоевание Бурятии. Написал историк Владимир Хомутаев. Она уже существует в печатном виде. Заказывайте на Амазоне. Вот. Открывайте для себя свои корни. Это для вас лишним не будет. На этой ноте закончим наше великолепное интервью. Спасибо большое, Юлия. Надеюсь, не последний раз встречаемся. Очень много еще что нужно обсудить, потому что можно сидеть часами, разговаривать с тобой. Да. Спасибо большое, Юлия. Спасибо. Всем мира и любви.